Рано утром 18 мая я встала, подоила корову, принесла ведро молока, поставила в кухню. И стук в дверь. Открываю, кто там? Откройте по-русски. Открыла, 2 солдата стоят. Кто дома? Я говорю, мама, папа. Где они? Спят. Разбудите. Разбудила. Папа вышел, мама вышла. Собирайтесь, вам 15 минут срока. Куда, чего, никто ничего не сказал. Но за 15 минут что соберешь? Папа успел взять с собой Коран и документы. А он только 10 дней было, как вернулся с госпиталя. Его отправили, он воевал в Смоленском, Калининском фронтах. Его отправили на 6 месяцев в отпуск. Должен был вернуться в часть. Он показал свои документы, говорит, я должен вернуться в часть вот через столько-то времени, а то дезертиром буду. Нет, татарин крымский, татарин, собирайтесь, 15 минут вам срок. Нам давали супы какие-то, ну, вообще положено было, вот я сейчас считаю, оказывается, каждому по 500 килограмм груза, потом должны были врачи быть, медсестры, никого не было, никто не разрешал 500 килограмм брать, никто ничего не брал. Мы, дети, выросли в том духе, как, ну, мы думали, Советский Союз, спасибо Сталину за хорошее детство, туда-сюда. И у меня был план, я хотела стать врачом. 8 классов я училась очень хорошо, успела закончить в татарской школе. И каждый год переходила из класса в класс с похвальной грамотой. Тут уже все мечты. Мы сели в вагон. Вот я думала, вот за что? Вот что, вот, например, папа с армии, с фронта, мама домохозяйка. Мы учились хорошо. За что? Вот это было очень обидно, но все планы рухнули.